Город Ош давно такого не видел. Глава города Жеңиш Толтурбаев принимает решения с молниеносной скоростью. Но что скрывается за этой быстротой? Прежние мэры, прежде чем принять одно решение, месяцами, а то и годами проверяли его законность и согласовывали. Сейчас все иначе. Нарушается ли закон? Если в этом самоуправство, не имеет значения. Решение принимается за один день. Причина: за его спиной есть надежная крыша. Камчыбек Ташиевке Кыргыз эл баатыры деп эл Ечак эле 12 жыл мурда берип койгон. Этот человек – председатель ГКМБ Камчыбек Ташиев. Толтурбаев и Ташиев – давние знакомые, оба уроженца Сузака. Толтурбаев пришел в политику через партию Мекенчил, как один из самых доверенных людей Ташиева. Сначала депутат, затем кресло мэра. Этот путь был открыт при поддержке Ташиева. Тапшырманы койду, буюрса мынакей назначение болду. Шаар үчүн, мамлекет үчүн иштейбиз. Анан Камчыбек Кыдыршаевич менен сизде мындай жакын дос байланышы бар беле? Ушул жөнүндө айтып. Байланышыбыз бар, байланышыбыз бар. Ушул кызматтын сунушту. Жок, урматтуу президент сунуштады. Баары жашоо жигиттер монда. Но есть нечто, что связывает их крепче, чем политика. Это строительство домов государственной ипотечной компании в городе Джалалабад. Камчыбек Кыдыршаевич турат мынакей. Бул иши көзөмөлдөп берип атты ушуларды салып. Жеңиш каякта жүрөт? Жеңиш кетти. Ушул салган Жеңиш деген уулуңар билесиңер да. Вот это жилой комплекс Осман Резиденс. По словам президента Садыра Джапарова, эти дома построил Жеңиш Толтурбаев. Но на бумаге строительство вела компания под названием Best House Grant. Будучи в оппозиции, Камчыбек Ташиев бил себя в грудь, заявляя, что каждая копейка госслужащих должна быть прозрачной. Куда делись эти принципы, когда он пришел к власти, неизвестно. Сегодня тендеры закрыты. Сколько денег было выплачено из бюджета таким компаниям, как Best House Grant, государственная тайна. Но мы, журналисты-расследователи, готовы рисковать своей жизнью и безопасностью, чтобы донести до вас правду, потому что это будущее Кыргызстана. Ранее мы уже разоблачали строительные компании, связанные с Садыром Джапаровым и его управделами Каныбеком Туманбаевым. Тогда президент, разгневавшись, ответил, посоветовав обратив внимание на компанию Best House Grant. В Джалалабаде компания Best House Grant ОСО строит жилье по цене $650 за квадратный метр. Под ключ. Садыр Джапаров, президент. Хорошо, не будем оставлять слова президента без внимания. Best House Grant получает крупные государственные стройки не только в Джалалабаде, но и в Баткене и Аше. Объекты, строящиеся компанией Best House Grant. Джалалабад – 10 жилых комплексов. Баткен – 1 жилой дом. Ош – 1 жилой дом. Эта компания была основана лишь в июле 2023 года. Меньше чем за год ее доходы выросли в 1000 раз. Согласно порталу «Открытый бюджет», только в начале 2024 года она получила 420 миллионов сомов чистой прибыли. Как никому неизвестная новая компания смогла получить такие крупные госзаказы? Кто за ней стоит? Согласно документам, учредитель компании – житель Джалалабада Махамаджан Кочкаров, 1983 года рождения. Его мало кто знает. Судя по фотографиям в соцсетях, раньше он работал видеооператором. Да пусть среди них будет и 18-летние. Лично мне, да и всем это не столь важно. Важно то, что они сэкономили деньги государству. Значит, Махамаджан Кочкаров – это лишь номинальный владелец. Давайте попробуем выяснить, кто настоящие хозяева компании. Best House Grant зарегистрирован по адресу город Джалалабад, улица Токтогула, 51. Самое интересное, что по этому адресу раньше располагалось Джалалабадское областное управление ГКМБ. Вскоре государственное здание загадочным образом переходит в частные руки. Новый владелец здания Канатбек Абдыкадыров. Он заместитель председателя Кыргызстанского футбольного союза. А председателем футбольного союза, как вы знаете, является Камчыбек Ташиев.
И вот на месте бывшего здания ГКМБ сейчас построен 9-этажный дом. Один из владельцев – строительная компания «Легион». Ее учредитель – Арстамбек Мамытов. Запомните это имя. Человек на фото – 31-летний Арстамбек Мамытов. Номер его BMW B5500BA. В марте этого года другой автомобиль BMW с точно такими же номерами попал в ужасную аварию. Машина стоимостью $90 тысяч вылетела с дороги и унесла жизнь маленького ребенка. Начальник ГАИ, начальник УВД, начальник ГУВД полный шерде. Bunchalik шаардын начальниги. Bunchalik эч ким келбейт эле авария болгондо. Ошо оперлер бүт немелер ушул жерде жүрүшөт. Машинанын номери B5500BA. Гражданский кийинип алып полный жүрүшөт. Чоң балдар экен, сүзгөн балдар. Эч ким эчтекеде унчукпайт. 4 жашар кыз өтүп кетти. 2,5 жашары больницада жатат, реанимацияда. Очевидцы аварии утверждали, что за рулем был сын мэра Жеңиши Токторбаева. Однако вскоре сам мэр выступил с заявлением, что за рулем находился его племянник. За рулем был не мой сын Баястан Токторбаев, а машина была зарегистрирована на парня по имени Нурислам. Однако в тот день за рулем оказался ШЗ, 25-летний сын моего брата. Но самый интересный факт всплыл при проверке телефонного номера Арстамбека Мамытова. Ветконтакт. Арстан Жеңиш Токтор. Арстан Шурин крестного отца Жеңиша. Арстан гостиница Дастан. Арстан Мамытов, Осман Резиденс. Арстан друг Таймураса. Шурин крестного отца Жеңиша, друг Таймураса. Это о Таймурасе, сыне Камчебека Ташиева. Гостиница Дастан принадлежит сыну мэра Токторбаева, Баястану, а второго сына зовут Дастан, и он работает в аппарате президента. Интересно, что Арстамбека Мамытова, записанного как Шурин Токторбаева, государственные каналы представляли как человека, ответственного за строительство Осман Резиденс. 5 долбор бар бизде. 5 долбордун бардыгында иш кызуу жүрүп атат. У нас 5 проектов. На данный момент во всех из них идут работы. Место, где мы сейчас находимся, Осман Резиденс 1. Давайте подведем итоги. Шурин мэра Токторбаева, Арстамбек Мамытов совместно с заместителем Ташиева в футбольном союзе строит многоэтажный дом на месте бывшего здания ГКМБ. Этот же друг Таймураса отвечает и за государственное ипотечное строительство. А за всей этой схемой стоит фирма Best House Grant, зарегистрированная на бывшего видеооператора и получающая государственные миллионы. В конечном счете все нити ведут к Камчебеку Ташиеву. Это же расследование началось с совета, который нам дал президент Садыр Джапаров. Мы последовали его совету, и в результате мы доказали, что выгоду от государственных строек получают самые близкие люди Садыра Джапарова и Камчебека Ташиева. Нас пытаются заставить замолчать, задержание, преследование, давление, но мы продолжаем работать. Поддержите нас на Patreon. Почему это важно? Ваша поддержка дает нам возможность продолжать независимые расследования и рассказывать правду, несмотря на риски. Как подписаться? Переходите по ссылке прямо на нашу страницу в Patreon Темиров Лайф. Выбирайте удобный уровень подписки. Ваша поддержка – это вклад в правду, а бонусы – просто приятное дополнение. Заполняйте данные карты или выбирайте PayPal. Подтверждайте и готово. Вы помогаете нам продолжать борьбу за правду. Поддержите независимую журналистику. Ссылка в описании.